Друзья, приветствуем вас на канале Music Travel. Сегодня мы с вами отправимся в интересное путешествие по Восточной Абхазии, а именно в заброшенный город Акармара. Далее мы с вами посетим два из трех знаменитых водопадов – Великан и Святой. И по пути, конечно же, увидим живописнейшие виды Восточной Абхазии. Кстати, заказать данный тур вы можете по ссылочке в описании к видео. Готовы? Тогда поехали! Вот мы и доехали до Акармара. Этот поселок городского типа был основан в 1938 году. В 1942 он был включен в состав расположенного рядом города Ткуарчал, став его пригородом. Акармара разительно отличался от других небольших советских городов. Здания здесь были оригинальной западноевропейской архитектуры, а благоустройству улиц, площадей и дворов могли позавидовать города-миллионники. Благодаря отдаленному от центра расположению, поселок Акармара стал элитным районом города, где стремились получить жилье абсолютно все. Наибольшее число жителей, 5000, было здесь зарегистрировано в конце 80-х годов. Решающим событием в жизни города стали боевые действия, развернувшиеся здесь в 92-93 годах. Грузино-абхазский конфликт привел к осаде города Ткуарчал. Блокада продлилась 413 дней. Почти ежедневно город обстреливался артиллерией и стрелковым оружием, что привело к уничтожению промышленности большинства городских зданий. Сегодня в Акармаре живут 5 семей, которым приходится полагаться только на свои силы. Большая часть городских зданий разрушена, и их постепенно поглощает вечно зеленый влажный лес. Остается только сожалеть о такой трагичной судьбе поселка. Ну а мы отправляемся дальше, смотреть водопады. Водопад Святой был известен еще с советских времен, однако свое название он получил сравнительно недавно, после того, как служители церкви осветили данный водопад. Высота Святого достигает 38 метров. В 2020 году жители Акармары наблюдали за редким природным явлением – водопад замерз. Рядом с водопадом находится кафе, в котором можно перекусить. Там же рядом с кафе стоят уазики, на которых желающие могут подняться до водопадов Ирина и Великан. Если вы приехали самостоятельно на легковой машине, то рекомендую воспользоваться их услугами, так как подъем к водопадам сложный и не каждая машина там проедет. Также к водопадам можно подняться и пешком, ставив свою машину внизу. Примерно полчаса в гору, и вы на месте. Водопад Ирина получил свое название в честь матери Орлана Кокубава, который в 2016 году организовал экспедицию в горы и открыл пешеходные тропы к водопадам. В этот раз мы к Ирине не пошли, поэтому о нем я подробно расскажу вам в следующий раз. А Великан же получил свое название из-за своих размеров. Это самый большой водопад на территории Абхазии. Высота его достигает 100 метров. Примечателен он не только высотой и мощью, но и особенностями подхода. Сначала люди спускаются чуть ниже уровня дороги по подобию ступенек, держась за бамбуковые перила. Оттуда попадают на природную полку, оказываясь между падающей водой и скалой. Это поистине красивое зрелище, и в этом месте получаются потрясающие кадры. Чтобы увидеть водопад со стороны и целиком, надо пройти по полке, чуть дальше. Перила там тоже есть. Ну а мы, насладившись красотой водопадов, двигаемся дальше, в сторону города Ткуарчал. Ткуарчал является самым молодым городом Абхазии.
Статус города он получил в 1942 году и являлся крупнейшим индустриальным центром советской Абхазии, основной отраслью которого была добыча угля. Здесь находилось 8 угольных шахт. Кроме того, в городе работало несколько заводов и фабрик, выпускающих разнообразную продукцию, от строительных материалов до одежды и продуктов питания. Во время Великой Отечественной войны, когда Донбасс оказался в руках фашистов, именно уголь из Ткварчала стал топливом для кораблей Черноморского флота. Большинство зданий здесь построены немецкими военнопленными. Советское руководство не скупилось при планировании застройки шахтерского города, благодаря чему в Кавказских горах вырос красивый город с неординарной архитектурой и развитой инфраструктурой. В Ткварчале даже был свой санаторий с радонными ваннами. Непоправимый урон городу нанесла грузино-абхазская война. Взять город грузинским войскам не помогли даже постоянные артиллерийские обстрелы, в результате которых пострадали далеко не только промышленные объекты, а была разрушена значительная часть города. В 2008 году абхазскими властями городу Ткварчалу было присвоено почетное звание «Город-герой». В советское время население города составляло 40 тысяч человек. В настоящее же время здесь проживает всего около 5000 человек. Оставляя позади город Ткварчал, мы завершаем наше путешествие по Восточной Абхазии. В следующих выпусках обязательно будут новые путешествия по Абхазии. Если вам понравился наш тур, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале. До новых встреч, друзья!